Hello, dear expert and jury. Let me to introduce myself in all research work. My name is Ilya Parfenov. I'm a student of the 6th grade of the Yakut School number 6. My research supervisor is Antonina Afanasievna Konstantinova. The topic of our research work is ancient Yakut weapons. Древнеякутское оружие, известное нам по легендам и сказаниям, а также по археологическим и этнографическим экспозициям наших музеев, относится к колющему и колюще-рубящему типу холодного оружия. Различные виды якутского оружия хорошо изучены, редкая научная монография обходится без их упоминания, а между тем изучение того или иного вида якутского оружия раскрывает недостаточно изученные вопросы материальной и духовной культуры. Единичные хорошо сохранившиеся экземпляры разбросаны по многочисленным музеям Якутии. Актуальность исследований заключается в попытке рассмотрения различных точек зрения и изучения сведений из разных источников. Гипотеза: сохранили ли якуты на севере традиционную культуру железоделательного производства своих предков? Объектом нашего исследования является якутское оружие и доспехи рубежа XVI-XVII веков. Предмет исследования – оружие ближнего боя. Я поставил себе целью изучить информацию об оружии и доспехах якутских воинов. Для решения поставленной цели ставятся следующие задачи: изучить данные о клинковых оружиях ближнего боя и доспехов якутов, ознакомиться с музейными экспонатами. Методы исследования: анализ, синтез, обобщение справочной и научной литературы. История исследования якутского вооружения имеет глубокую историю, основу которой заложили историко-этнографические данные Миллера, Линденау, Серошевского и Гоголева. Но наиболее фундаментально, полно освещено в монографии Васильева «Военное дело якутов». Оружие ближнего боя. Батас. Батас – якутское военное копье. Это красивое, легкое боевое оружие. Батас от других видов якутского оружия батыя и хотокон отличается своими размерами и прежде всего формой лезвия. Некоторые исследователи, в частности деревянка, якутские батасы отнесли к мечам типа японских хирадзукури. Федор Васильев же ближайшим аналогом батаса назвал японское оружие нагината, тоже рубяще-колющего назначения. Батыя – это орудие широкого применения. Во-первых, это рубяще-колющее оружие ближнего боя. Во-вторых, орудие охоты, например, как рогатина на бедвене. В-третьих, оно широко применялось в быту, использовалось как топор или как коса. Оружие ближнего боя – хотокон. Хотокон является разновидностью оружия типа батыя, хотя по размерам значительно меньше. Использовался как запасное оружие. Кылыс. Кылыс – это однолезвийное рубяще-колющее оружие типа меча. Копья Уню считается эффективным ударным оружием, но якуты редко применяли копье в бою. Другое дело – охота. Копье эффективно используется при поколке диких оленей. Доспехи. Древнеякутский воин был хорошо вооружен и защищен, об этом известно из устного и письменных материалов, но сами доспехи интересующего нас периода до сих пор не обнаружены, а то, что было обнаружено, ранее утеряно. Археологические находки ограничиваются несколькими железными и костяными пластинками из комплекта защитного вооружения куях. Прихода русских заканчивалась эпоха Кыргыз-Уятя, и многое из оружия было похоронено или утеряно. Заключение. Итак, якутский народ сохранил железоделательную традицию своих предков. Современные кузнецы воссоздают старинное холодное оружие. Оно активно продается, проходят ежегодно выставки и конкурсы. С выходом нового фильма «Тыгын-Дархан» тема якутского оружия вновь стала популярным. Людям надо бережнее относиться к найденным историческим вещам, в частности древнему оружию и доспехам, не допускать их утери. Спасибо за внимание.